Юрист не должен знать всех законов. Это невозможно. И даже, наверное, и не нужно. То есть юрист – это очень коммуникабельный человек. И юрист – это человек, который должен быть бойцом. Надо бить в одну точку. Ваш юрист, как создавалась компания? Но в 2015 году был принят закон о банкротстве физических лиц. По всей России люди спокойно начали банкротиться, да? Всем начали списывать долги, кроме Якутии. То есть у меня был такой страх, что я не смогу довести до конца клиента дело. Кредиторы, банки, да, они всегда хотят что-то забрать. Это звонки коллекторов, приезды судебных приставов, забирают имущество. Человек, он как будто в тюрьме. Вот здесь у нас юридический отдел. Вот здесь у нас сидят сотрудники отдела сбора, вот отдел маркетинга. Здесь у нас финансовое отделение. Вот здесь у нас кухня. Самая большая сумма была 100 миллионов рублей. Долги переходят по наследству. Тем более, если есть имущество. Дорогой кандидат, бүгін выпуск галжеті Нургун Ефремов. Нургун Ефремов, ваш юрист юридической компания халаячыта болар. Онна Муайтай Федерациятын халаячытын холбуячы. Бүгінгі выпуск ориентирехіне хос болуға. Тойтаққа бүгін экспериментальный выпуск. Нучылтылынан кәпсетек бет. Нургун дұрабы? Здорово. Қай қайдақаны? Учи? Нучылы көстерге біліммет? Білім. Тоғын учылы выпуск дені гитарай полақатына кәліңі өттігер хем бір нучылы тұлғатақ сыққанады ден токуйдар балылар. Комментарийге даған әлбәқ онды күріктері көрі өтчібін дәң-дәңді болылар. Ол хем бүгін бастықы экспериментальный бері нучылы тылынан. Нургун, расскажи, откуда ты родом и немножко про свое детство. Ну, я родом с города Якутска, родился в Якутске 27 апреля 1990 года. Ну, в детстве был обычным ребенком, как и все, наверное. То есть ничего такого, как сказать, сверхъестественного, да, там не было. Ходил в садик, в школу. С детства занимался спортом. Я с 7 лет начал заниматься кикбоксингом. Это вот, наверное, мой первый вид спорта. У меня тренер был Алексеев Андрей Васильевич. Сейчас он является старшим тренером республики и старшим тренером Дальнего Востока. А родом откуда? Ну, родом, отец, мать. Так, мама у меня с города, она сайсарская у меня, а отец с Горного Улуса, Мытах. Мытахские футболисты. Это мытахские футболисты, у меня много друзей. Всегда в студенчестве играли. Состав Горного Улуса большинство мытахских было, где? Ну да, большой наслед. Про семью. Ну, я женат. У меня любимая жена Диана. Она родом с Мегино-Кангаласского улуса, Тюнгюлю. Вот. И сын есть у меня, Тимурка. Ему 4 года. То есть ваш бизнес, ваш юрист, да, твоя компания, и жена тоже в теме или у нее другая работа? Нет, моя жена на данный момент домохозяйка, ну, воспитывает сына нашего. Вот. Ну, и мы как-то с ней решили, что совместный бизнес не всегда хорошо делать. Ну, хотя есть предприниматели, которые совместно делают бизнес, да, ну, не знаю. Может, когда-нибудь тоже будем вместе заниматься. Но... Таких очень много, на самом деле, в республике. Ну, и семейные бизнесы, они всегда как бы друг друга поддерживают, и так и идет, кажется. Ну, кстати, да, я вот соглашусь с тем, что это, наверное, даже эффективнее, когда муж и жена занимаются общим бизнесом, то есть всегда есть поддержка, да. Когда ты один, это, трудно, потому что вот если говорить о бизнесе, о предпринимательстве, да, тут, наверное, работает такое «один в поле не воин». Всегда нужна команда, всегда нужны единомышленники. И если у тебя жена или муж единомышленники в полном объеме, да, то это очень круто. Но с твоей стороны сейчас, наверное, выгоднее тем, что ты после работы идешь домой и полностью расслабляешься. Уже нету разговоров про работу, про бизнес. Полностью отдыхаешь. Да, вот в этом огромный плюс. И моя жена в этом молодец, она создает уют дома. Всегда готовый вкусный ужин, всегда встречает меня с улыбкой. Вот это, кстати, тоже такие моменты счастья бывают после тяжелого рабочего дня. Потом студенчество. Где ты пошел учиться? На юриста, да? Да. И почему выбрал юриста? Ну,
На самом деле тут, возможно, повлиял мой отец с детства, да, то есть он у меня сотрудник МВД, подполковник в отставке. Но он у меня возрастной, ему сейчас уже 75 лет. Он уже, наверное, когда я родился, уже не работал в структурах МВД. Он советский милиционер во всем этом понимании, да. И, наверное, он на это повлиял, потому что у меня в семье всегда были такие позиционирования честности, справедливости, да, то, что есть, и то, что я нашел в юридической профессии. То есть я считаю, что юрист – это человек, который борется за справедливость. Вот. Ну, это во многом повлияло на выбор профессии. Я уже, наверное, к концу школы знал, что... Ну, я хотел быть врачом, если честно, изначально. Вот. Но поступил на юридический. Что меня остановило от медфака? То, что там нужна была химия. И у меня были сложности с химией, если честно. Юрфак. Ну, я скажу, что юридическая, да, профессия и профессия врача очень схожи. Ну, наверное, потом об этом тоже расскажу. Вот. Ну, поступил я, сразу подал в несколько вузов документы. В ЕГУ на то время, да, подавал. И подал в один из лучших вузов на то время России. Это Уральская юридическая академия. Вот. Она, по-моему, до сих пор является одной из лучших. Ургия это, да, Урут. Сейчас, по-моему, она по-другому уже называется. К сожалению, забыл сейчас, как она называется. Вот. Ну, вот там у меня прошли одни из лучших годов моей жизни, студенчество. Вообще скажу, что студенчество – это такое время, когда, можно сказать, мальчик превращается в мужчину. То есть ты живешь уже сам, самостоятельно, вдалеке от дома, появляются новые испытания, трудности. Вот. И я считаю, это самое такое время, когда становление человека. И какие ты для себя сделал утверждения, да, что ты правильно выбрал направление по процессу обучения? Первый год, наверное, был такой непонятный, как у всех на первый курс. Ну, как бы попал в зону дискомфорта, что-то новое, да, для себя. Вот. Были мысли, конечно, все бросить, вернуться домой, в свою зону комфорта, там, поближе к родителям, к друзьям. Вот. Но, наверное, к середине первого курса уже я понял, что это мое, что мне нравятся вот все предметы, которые, да, преподавались в академии, в институте. Потом юриспруденция уже сама затянула, да? Да, 5 лет, да, учился? Да. Юриспруденция затянула конкретно, то есть я стал в полном смысле юристом. Мне начало нравиться вот разбираться в законах. Но скажу так, что на самом деле теория и практика – это разные вещи. То есть даже я, обучившись, да, в вузе, получив диплом, то есть наступил следующий этап, когда ты возвращаешься домой, либо начинаешь работать, ты сталкиваешься с тем, что, оказывается, ты ничего не знаешь. Еще же сейчас все меняется быстро. Да. Законы меняются, статьи. Как это все надо успевать обучаться? Ну, юрист вообще, или, наверное, любой другой профессионал, да, в какой-то любой сфере нужно всю жизнь учиться, всегда развиваться, не останавливаться. Законы быстро меняются, я согласен. Тут еще бывает такое, что есть, например, закон, да, а есть еще судебная практика, которая может иногда идти вразрез с законом. То есть закон говорит нам одно, судебная практика другое. И вот именно вот в этом и фишка как бы юриста, он должен ориентироваться. Юрист не должен знать всех законов. Это невозможно. И даже, наверное, и не нужно знать всех законов. Но он должен ориентироваться в судебной практике, он должен хорошо коммуницировать с госорганами, судьями. То есть юрист – это, наверное, такой очень коммуникабельный человек должен быть. И он должен также уметь хорошо выступать, хорошо говорить, хорошо выступать. Ну, сейчас не будем форсировать тему бизнеса или вашей юриспруденции, вашей компании. Сейчас поговорим про спорт, про твои увлечения, про кикбоксинг и про муай-тай, да? Как все начиналось, этап спорта? Ну, спорт со мной рядом, я со спортом, с детства. То есть вообще с раннего детства. У меня отец тоже, опять же, роль отца здесь очень важна, да. Он у меня мастер спорта Советского Союза по вольной борьбе. И он меня с детства тренировал, но почему-то не отдал меня в борьбу. Вот это странно.
Хотя мне борьба очень нравится на самом деле. Но так получилось, что я в 7 лет пошел на кикбоксинг. Nurgun meka Allah kerat daqtan daqtana kan kita alle baturga archer daqtana anon Nurgunu Allah ogod daqtan bilawin anon toqshaq bini atta yerebin kini sitihillernan ületiger spordu eret tutarttan ken tuttabın onatan astana karabın bulladi yerebin ere Ondan Nurgun bilgin bu olatlarga köme baga bulahjar bu kisahjar olatlar bitigar finansawa etunanda ana padjas kalır kömlehar bartigar köme bil bolardan yerabin ana ken tuttabın Nurgunu mehajarka agata kabuta Anda Nurgun Allah kip karata Anda ta malasya grupa meha jartamata min kenne Nurgun batur dian atachun kara batur dian Onna Ilya dian ol barata me nuchola anu Ilya moro mestena kirete anu ja ta jarka anu ta chubu ni qapsaga yin tusta chubu qaya chubu onna de nar finalga Nurgun batur onna Ilya moro is tiachida Aha. Bu işe. İşe Türgenik. Ya. Ya. Oh hilatan da Anırık bu be. ana jarta warta Василий Шкаля. Третья команда. Чуть-чуть можно. Легко поработаешь? Парахта. Ну, по боксу. Легкую ударить. Ну, легкую только. Но сильно не надо. Чуть-чуть, ага. Как раз в то время запустили Лейботур только в 97 году и набирали группу детскую. Тогда вот Алексеев Андрей Васильевич, молодой тренер на то время, да, еще начинающий, наверное, тренер. И я пошел туда. Меня привел туда отец в кикбоксинг. Вот. И я туда прям тоже головой окунулся. Было очень интересно. Вот мне спорт всегда помогал в жизни, да. Наверное, все знают, ну, да, когда в школе учишься, да, всегда у парней, да, у мальчиков бывают стычки, какие-то детские там проблемы, да, какие-то драки. Вот. Но это меня тоже не обошло. И мне в этом кикбоксинг очень сильно помог. Даже я скажу не то, что я дрался нечасто, да, в детстве, но мне помогла моя растяжка. То есть я, насмотревшись фильмов там, с Джеки Чаном, с Ван Дамом, я там показывал вертушки, и дети, парни, увидев это, сразу заранее меня боялись. И поэтому я обходил драки, можно сказать. Тухта, психологическое Да, давление, страшение. Да. И до каких высот ты достигал по кикбоксингу? И сколько лет занимался? Ну, смотрите, ну, изначально, если рассказать, да, я с 7 лет до 10 лет занимался кикбоксингом 3 года. Ну, там были детские соревнования, был чемпионом города, ну, по детям, да. Там у меня смешная весовая категория была, что-то до 28 килограмм, по-моему. Совсем маленький был. Там лайт-контакт, да, то есть это, ну, практически бесконтактно было все это происходило. Но потом так получилось, что я перешел на хоккей. Я 6 лет хоккеем еще занимался. Вот. Много ведь, 6 лет. Да. Я очень долго хоккеем занимался. Расскажу, да, про хоккей? Конечно, ага. Да. Ну, был в команде, в сборной. Ну, было трудно в хоккей играть, потому что, во-первых, после кикбоксинга, кикбоксинг – это единоборство, ты как бы один можешь влиять, да, на свой результат, а хоккей – это командная игра, и ты должен быть в коллективе и ну, как бы влиять на общий результат. Вот. Притом еще на коньках надо стоять. Да, это вообще другой спорт, можно сказать. Да.
Там вестибулярный аппарат тоже по-другому работает. Да, согласен. Но скажу так, что хоккей, он тоже жесткий вид спорта, достаточно контактный. Вот. Даже вот есть же выражение «трус не играет в хоккей», потому что вот эта шайба, которая летит в тебя, хоть ты и в амуниции, да, в защите находишься, но может прилетать, есть открытые места всегда, куда шайба прилетает. У меня даже бывало, что прилетала в шею. Там, ну, были травмы такие. Ну, то есть шайба летит очень быстро, от нее очень трудно бывает уклониться. Ну, то есть я 6 лет прозанимался хоккеем, а потом настало время немножко спорт, там были травмы определенные, да, я немножко спорт забросил на год, наверное, вообще ничем не занимался. А потом вернулся в кикбоксинг после хоккея, тоже занимался, выступал на республиканских турнирах, также параллельно занимался ушу саньда, такой вид спорта есть, или ушу саньшоу называется тоже, да. Тоже достаточно много участвовал на республике. Вот. А почему ты занимался? Чего ты хотел достигнуть? Или кому-то что-то доказать? Почему именно соревнования? Но мне нравилось это, не знаю, ну, видимо, это детские привычки, я же с раннего возраста начал заниматься. Вот, и как-то это у меня, видимо, сформировалось с детства, что я люблю конкурировать, люблю вот испытывать вот эти, как адреналин соревновательный, мне это очень нравится. Ну, и, наверное, отец тоже повлиял, потому что он был у меня мастером спорта, и я хотел тоже... На него равняться. Да, на него равняться. В детстве мечтал тоже стать мастером спорта, да, вот именно достичь высоких результатов. Но, к сожалению, как-то это не получилось. Ну, было много соблазнов, то, что отвлекает от спорта, да, учеба. Вот. Я как-то вот в один момент, как раз когда начал поступать в университет, я выбрал уже путь образования, да, то есть я больше ушел в конце школы в учебу. То есть спорт у меня уже превратился как, ну, больше физкультурой занимался. Ходил в качалку, там иногда приходил в зал тоже побоксировать, там, да, то есть, ну, и до сих пор это делаю. Вот. И в студенческие годы я, учась в Екатеринбурге, ну, тоже занимался только физкультурой. То есть был момент, там я участвовал в соревнованиях по рукопашному бою один раз, и все. Ну, там я без тренировок, я сразу же первый бой проиграл. И там немножко вид спорта такой был, ну, для меня этот новый. Они там в шлемах, в касках закрытые. То есть немножко неудобно было. Это в каком году было? Это, наверное, 2007-2008 год, если я не Потом же ты ошибаюсь. рассказывал, что тоже участвовал в смешанных боях. Это уже позже. Это уже позже, Это да? уже позже. Это когда я вернулся после института, вот, начал работать здесь, да, в Якутске. Ну и как-то появилось желание тренироваться снова, да, участвовать на соревнованиях, вот как-то, опять же, вот эти несбывшиеся мечты детские, да, то есть я захотел достичь какого-то результата. Вот. Но почему-то как раз в то время, это, наверное, ну не сразу, как я вернулся, да, после института, наверное, в 2014 году я начал заниматься смешанными единоборствами. Как раз в это время они начинали развиваться, и как-то модно было. И чемпионаты республики проходили, Да. и часто таких турниров, по-моему, Да, было. да. Вот, я начал заниматься ММА, да, ушу саньда тоже занимался параллельно. Да, ушу выступал. саньда в этом же проходил. Дюша, да? Дюша в зале был, по-моему, проходил. Да, вот я помню, раньше проходили в этом Небесной реке. Это вот да, бывший точно. клуб «Спарта», Да. где качалка была раньше, за Туймадой, да? Мгм. Вот. А потом, да, вот я помню, несколько раз проводили в ДЮСШ, вот возле 7-й школы. Да, точно. Я там ходил, ну, как раз друг там участвовал. Да? Я как раз тоже там участвовал. Там, по-моему, турнир на имя Брюса Ли, памяти Брюса Ли, по-моему, назывался. Но я там проиграл, по-моему, один бой выиграл, второй проиграл. В конкурентной борьбе проиграл. Был экстра-раунд. Вот. Как его там? Победитель? Раздельным решением, Да, да? раздельным решением, да, можно сказать. И как раз тогда травму получил. Мне вот этот кость сломали скуловую. Потом как, сама зашила? Ну, я потом лечился, где-то год вообще ничем не занимался. Вот. И потом, после того, как вот травма эта случилась, я долго не мог
был такой страх постоянно, когда приходил на спарринги, да, тренироваться. Всегда был страх такой, как-то аккуратничал все время. Вот. И потом просто надо было, оказывается, выйти на соревнования, чтобы вот этот страх прошел нормально. Потом я уже и по ММА выступал. Вот, крайнее мое соревнование, это был, я вот вспомнил, 2020 год, оказывается, как раз это был январь или февраль 2020 года, до пандемии. Провели Союз ММА, чемпионат республики. Я там занял 3-е место. Вот, по-моему, весовая категория 66 килограмм. Скажу, что это не моя весовая категория. Еще, наверное, легче был, да? Я вот раньше на 56, на 57 выступал, на 61. Вот. А 66 для меня это, там ребята крупные. Они там, и в ММА вот, не знаю, модно вес гонять. Почему-то, не знаю, почему так. Видимо, насмотревшись в UFC и там, профессионального спорта, да, все гоняют по 10-15 килограмм. Но это, я считаю, очень вредно для здоровья. Тем более, если, может быть, неправильно вес гонять. Я просто знаю ребят, да, которые гоняют, многие, но гоняют неправильно вес. То есть по старинке. Это очень вредно. Я вот даже сам, когда в 2020 году по ММА выступал, да, готовился, я там за месяц, по-моему, только начал готовиться, и у меня в основном была не подготовка к соревнованиям, а борьба с весом, сгонка веса. Я сколько скинул? Я набрал много вес, получается, под 80 килограмм весил. Я больше 10 килограмм согнал за месяц. До 80 доходил, да? Да, до 80. А сейчас сколько весишь? Сейчас 65. Держу вес. Четко, да. У меня вот так вот было. Я набирал до 80, потом в 56 спускался, и вот так у меня. Я даже... Актер же был какой-то гениальный, короче. Он умел весом дирижировать. Кристиан Бейл, по-моему. Да, Бэтмен сыграл. Потом это вот... Машинист, да, кстати. Машинист, вообще чуть не упал в девикурду. Да. Но я тоже, можно сказать, про сгонку веса много знаю, получается. Опыт есть. Вот. Я даже помню, соревнования были по боксу. В 2009 году, по-моему, турнир Пестерева. Сейчас он до сих пор, по-моему, проходит. Я там на 81 килограмм боксировал. С моим ростом. Маленький, удаленький, да? Там парни вообще очень высокие были. Для удовольствия, не коврагама, просто для всего. Ты он такой, да? Спокойно насчет быстро, не сильный, да, а средний, быстрый средний, да. Просто легкий, для удовольствия. Зачем это тебе ту эбилибе? Да не, да. Поехали надо, просто для удовольствия. Первый раз может быть, передней рукой легкий, свободный, быстрый. Видите там, второй раз нельзя. Понимаешь, да? Понял. Сейчас. Все, продышался, да? Сейчас. Я же длинную руку же. Ты передней рукой. Это Нургун скромный, порядочный, мушалы хакалы костюм ханай ол. Он огор дагтан били серьезный, жоннах болачы. Он жарка осыны потом яха залга лана жарка сыгана нрык петнестах болачы. Bunu ben oğul kurduk. Her oğullar çok bulaştılar. Bile menekki kayır. Yine Allah vartan sürüyoruz kayarçı. Dertan açı. Hatta bilin dağını ol karşıstı hatta ületiger yani Allah'ıgar kamilahar diyen hani gün anlık Maldivas'tan hatta kaygılı. Aha. Aha. Hanya. Masih bisa lagi. Sudah. Напряженно. Напряженно.
О, ты мой. Слушай, мастер спорта. Ну, О, мой брат, мой сосед. Самый лучший брат. Молодец. Юрик, ман брат так вот. Пока это ничего. Молодец. Про федерацию давай поговорим. Вы как заместитель директора, да, или руководитель? Заместитель руководителя Федерации Муай-Тай. А кто руководитель? А руководитель Федерации Иванов Михаил, он действующий чемпион России по кикбоксингу, вот, действующий спортсмен. С какого года вы работаете в федерации и как к этому пришли? Так, ну, вообще Федерацию мы открыли абсолютно недавно, только в прошлом году. То есть вы считаетесь основоположником? Да, то есть, ну, вообще история муай-тай, кикбоксинга, она всегда идет рядом. Это два братских вида спорта, очень схожие между собой. И, ну, всегда такое было, что кикбоксеры выступают по муай-тай, муай-тайцы выступают по кикбоксингу. То есть это такие братские виды спорта, да. И у нас в Якутии очень большая история же Да. кикбоксинга. Дмитрий Ушканов, чемпион мира. Да. Так у нас даже больше этого был Александр Иванов, Да. первый чемпион СССР По муай-таю или по по кикбоксингу? кикбоксингу. Да, по кикбоксингу. Первый чемпион. По муай-тай тоже очень много чемпионов. Да. Уваров, да, по-моему, если не ошибаюсь, тоже на международном уровне он очень хорошо выступал. Дмитрий Да. Ушканов, Да, его воспитанник. да. Мгм. То есть у нас очень богатая история муай-тай. Вот, и это, можно сказать, тоже как бы нас замотивировало, потому что есть определенный спад сейчас по муай-тай в целом, да, даже не только по республике, в целом по Дальнему Востоку. По-моему, даже у нас сейчас по Дальнему Востоку соревнования не проводятся. Мгм. Есть Сибирский федеральный округ. Сейчас же муай-тай становится олимпийским видом спорта. Да, да. К этому какие работы сейчас ведутся? Наверное, уже Это начались, да? как раз тоже один из таких мотиваторов стал, что это олимпийский вид спорта. Вот. Но мы сейчас начали работу. Сейчас вот как раз Михаил Иванов, он открыл группу вот, в нескольких клубах. То есть это спортбаза и Пикабу, боксерский клуб, да? Мгм. Вот, там у нас есть группы по муай-тай. Но мы хотим сейчас именно развивать детский вид спорта, детский спорт, да? Чтобы Да. в муай-тай Мгм. приходили дети и чтобы это было бесплатно. Бесплатные группы, потому что сейчас очень много коммерческих залов, да? Вот, но не все могут себе позволить ходить на эти секции, да? Вот, есть идея именно открыть залы в Сайсарах хотим, да, и в 17-м квартале. В чем отличие вообще кикбоксинг и муай-тай? Ну, отличия на самом деле огромные тоже. Как бы для многих может показаться, что схожие виды спорта, но на самом деле, то есть муай-тай – это дополнительный, то есть он более жесткий вид спорта, то есть там и присутствуют локти, колени, Кики. клинч, да. Лоу-кики, но они везде тоже в кикбоксинге есть. Вот. В кикбоксинге и колени есть, да, если боксировать по правилам К1. Но там именно нету клинча. То есть коленями там в кикбоксинге можно только без клинча бить. А в муай-тай именно вот можно бить коленями в клинче, локтями. То есть урон намного жестче может быть. И, по-моему, в муай-тае вообще голым только перчатки есть, да? Без шлема. Нет, в муай-тай шлема, перчатки. Как в Как в кикбоксинге. кикбоксинге тоже, да. М. Ну, именно поэтому его и сделали олимпийским, признали олимпийским видом спорта. Кстати, кикбоксинг тоже олимпийский вид спорта. Мгм. Поэтому развитие кикбоксинга тоже важно сейчас. Да? Но у нас федерация сильная по кикбоксингу. Наши кикбоксеры хорошо выступают. В сборной России присутствуют. То есть кикбоксинг тоже олимпийский вид спорта. Да. Еще его не сняли, да? Нет, нет, он не был олимпийским, просто вот сейчас их как бы включили в списки. То есть это, наверное, когда у нас Олимпиада? В 24-м. В 2024 году, возможно, еще не будут они, но в следующую Олимпиаду уже надеемся, что и кикбоксинг, и муай-тай войдут. То есть такой расклад. Да. Хорошо, понятно. Вот. И поэтому мы сейчас хотим муай-тай тоже развивать. Ну, опять же, Мгм. повторюсь, из-за того, что это олимпийский вид спорта, во-первых, и, во-вторых, есть богатая история муай-тай, которую нужно, как сказать, Популяризировать. популяризировать, да. Мгм. Можно ли, тренируясь, совмещать работу? Или как тренировки и спорт помогают в бизнесе?
Это Да, мы потихонечку приближаемся к вашей работе. Ну, мое мнение, да, личное, что спорт, если ты занимаешься с детства спортом, да, он очень помогает вообще в жизни, помогает и в бизнесе. У меня было много моментов, когда, да, в моей профессиональной деятельности, когда я хотел опустить руки, все бросить, да, но именно характер, который у меня сформировался с детства, да, именно связанный со спортом, он мне помог продолжить дальше. То есть я не остановился, я продолжил действовать, идти к своей мечте, к своей цели. Вот. Что касается совмещения спорта и бизнеса или там работы, да, вообще, конечно же, трудно. То есть, как говорится, погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. То есть тут уже нужно выбирать. Вот как сказал Брюс Ли, да, легендарный, что можно не знать там тысячи приемов, да, а отточить один прием или два и быть эффективным, да. То есть вот надо бить в одну точку. То есть надо бить в одну точку, идти к своей цели, и это намного эффективней. Ну, конечно, есть люди, которые, наверное, ну, тут нельзя путать именно спорт, наверное, профессиональный спорт и бизнес. Это же как бы две профессиональные деятельности. Да. И вот их совместить сложно. Можно, наверное, спорт немножко убавить до физкультуры. Да, да, чтобы поддержание формы было, да? Но это обязательно нужно. Я считаю, физкультурой надо обязательно заниматься. А сейчас чем занимаешься? А сейчас я хожу в тренажерный зал, качаюсь для себя. Иногда хожу в зал, боксирую тоже. Вот тоже для себя. Ностальгировать. Да, ну как-то я уже без этого не могу. Всегда охота поспарринговаться, побоксировать. Ваш юрист, как создавалась компания? Когда это было? И какие работы сейчас сделаны? Компания «Ваш юрист» существует с 2014 года. То есть, когда я приехал с института, я немного поработал, да, сам по найму. Ну, я вот, когда учился, я параллельно работал уже помощником юриста, поэтому я, когда вернулся, у меня уже был опыт юридический. Вот. И я, когда вот в 2014 году, да, ну, открыли фирму, там я был не один, мы вдвоем начинали. Вот, «Ваш юрист» компанию. Но в то время мы занимались простыми юридическими вопросами, то есть неопытные юристы так вот начинали. Вот. Но в 2015 году был принят закон о банкротстве физических лиц. То есть это закон, позволяющий людям, у которых проблемы с задолженностями, с долгами, освободиться от них на законном основании. И вот как раз в 2015 году я подхватил эту тему и начал специализироваться именно на этих, на кредитных вопросах. Ну, можно сказать, я один из первых, кто начал это делать в Якутии. А вот мы сейчас находимся в бизнес-центре Кирова, 18, блок В, второй этаж, кабинет 215. Здесь находится консультационный центр. Именно здесь, в этом здании, в этом офисе мы находимся уже с 2014 года. Уже 7 лет мы здесь работаем, да. Здесь у меня находится консультационный отдел, сейчас я вам покажу, да. Вот. Здесь у нас происходят консультации. Как раз сейчас клиент тут сидит. Ну, мы, наверное, клиента снимать не будем. Здесь у нас сотрудники находятся, весь рабочий процесс. Так, дальше мы сейчас пройдем в кабинет. У нас тут клиентский сервис. У нас тут съемка. Ага. Вот, клиентский сервис. Всем добрый день. Здесь, получается, клиент получает дополнительную консультацию после первичной. Здесь он оставляет свои документы, данные, да, и здесь уже происходит сбор документов дальнейший, анализ дела. Вот сидят юристы, они анализируют дело, насколько, есть ли все документы, насколько человеку подходит процедура банкротства, подходит ли она вообще ему, да, выгодна ли человеку процедура банкротства. И уже дальше отсюда дело клиента направляется в главный офис на халтуре. Да, туда мы поедем. Вот мы находимся по адресу Халтурина 6/3. Здесь наш новый офис. Здесь, ну, он относительно недавно появился, да, можно сказать, заехали вот в начале февраля 2022 года. Вот. Это помещение мое, можно сказать, собственный дом, обзавелись своим домом. Вот. Здесь мы клиентов не принимаем, здесь у нас сидят юристы, ну, можно сказать, здесь производство. Вот. Давайте пройдем, я покажу. Вот здесь у нас находятся юристы. Здесь происходит вся работа
То есть это все остается, можно сказать, за кадром. Наши клиенты это не видят, но здесь происходит большая работа. То есть начиная от подготовки документов, ходатайств, заявлений, заканчивая походом в суд. Да? Ну, при необходимости клиенты тоже сюда приходят, чтобы дать какие-то пояснения, какие-то документы дополнительно принести. А так, в целом, прием клиентов у нас происходит там же, вот, где мы изначально были. Это Кирова, 18, блок В, второй этаж, кабинет 215. Мы там находимся с 2014 года. Вот в 2015 году, когда начинал, когда только закон был принят, да, было очень трудно начинать, если честно, потому что по всей России закон работал. Вот это тоже интересный момент. Есть единый закон, да, но он во всех регионах работал по-разному. По всей России люди спокойно начали банкротиться, да, всем начали списывать долги, кроме Якутии. В Якутии закон целый год не работал, то есть судьи отказывали в банкротстве. То есть, если так детально углубиться, то есть мнение наших судов было такое, что у человека для того, чтобы стать банкротом, должно было быть имущество. То есть, представляете, да, то есть человек, у которого ничего нету, он поэтому идет на банкротство. А наши суды решали так, что у человека должно быть что-то. Имущество равноправное сумме долга? Или как? Нет, не обязательно равноценное, да, сумме долга, да, но любое имущество должно было быть, да. То есть это как показатель того, что человек в перспективе сможет нести расходы банкротства, потому что в банкротстве есть обязательные расходы, которые он оплачивает в любом случае. Это в суд, госпошлина, там, да, публикация и так далее. Вот. То есть это как бы подтверждение того, что он может нести расходы в будущем. И из-за этого отказывали наши суды в Якутии. И на этом фоне среди в сообществе юристов, да, те, кто начали заниматься тоже процедурой банкротства, тогда все захотели, там не я один был самый умный, да, решил банкротством заниматься, было много желающих. И именно вот эта судебная практика отбила все желание у якутских юристов заниматься банкротством. И они многие говорили, что это банкротство не работает, и мне многие так говорили, но я не сдался, я до конца пошел. Я выиграл суды, апелляционную инстанцию, кассационную инстанцию, да, и, можно сказать, сформировал процедуру банкротства. Здесь практику сам сформировал, то есть я не остановился. А вот реально я вот в течение года без надежды на завтра работал. То есть у меня были уже клиенты, тут суды отказывают, да, и что я сделаю с клиентами? То есть у меня был такой страх, что я не смогу довести до конца клиента дело. Но я все равно постарался дойти до конца и дошел до конца, и вот в результате получил, как бы, можно сказать, хороший результат. То есть вот именно, наверное, в этом мне помогло желание помогать людям. Здесь, получается, все юристы в основном. Также у нас есть отдел сбора документов отдельный, арбитражный отдел, юридический отдел. И также здесь находится финансовый отдел тоже, бухгалтерия и так далее. Вот. Ну и также здесь сидят маркетологи. Вот здесь у нас юридический отдел, то есть мы же занимаемся не только банкротством физлиц, там, не по кредитам, вот здесь занимаются всеми остальными вопросами юридическими. Ну, начиная с дел по семейным вопросам, да, заканчивая арбитражными делами, работаем с юридическими лицами тоже. То есть мы занимаемся всеми юридическими вопросами, кроме уголовных дел. Вот здесь у нас сидят сотрудники отдела сбора. Очень важный отдел тоже, да, то есть у меня же идет поэтапно все, то есть клиент заключает договор, и мы сами собираем большой пакет документов. То есть клиенту не нужно бегать самостоятельно, да, там, тратить время, свои нервы. Вот здесь вот полностью происходит сбор документов. Вот, очень важный отдел. Ну, в принципе, у меня все отделы важные. Они все друг от друга зависят. И самое главное, что у всех отделов цель общая. Это быстро, качественно, в срок предоставить услугу клиенту. Именно на тех условиях, на которых мы изначально договорились с клиентом. То есть мы над качеством работаем. А здесь у меня сидят руководители отделов, вот отдел маркетинга. Здесь у нас финансовое отделение. По-простому, если бухгалтерия. У нас, как бы, это, наверное, не просто бухгалтерия, а именно финансовый отдел, потому что мы здесь не только считаем расходы, там, доходы, да, мы планируем.
финансовое планирование у нас внедрено. Вот здесь у нас кухня, сотрудники во время обеда могут отдохнуть, есть кофемашина, микроволновка, холодильник, кулер, ну, все, что необходимо для комфорта. Ну, еще раз повторюсь, что мы вот недавно переехали сюда, поэтому еще тут, как сказать, отголоски ремонта еще остались. Ну, здесь вот мой кабинет, я здесь нахожусь, и здесь же у нас переговорная, то есть собрание руководителей проходит здесь еженедельно. Руководители всех отделов собираются, приезжают с Кирова тоже руководители и планируют свои планы еженедельно. В кредитных вопросах это всегда связано с кредитом, то есть банкротство? Нет, не только с кредитами, ну, в целом с долгами. То есть, когда человек становится неплатежеспособный и не может расплатиться с долгами. Например, это кредиты, займы, долги по ЖКХ, долги по налогам могут быть, да. Для предпринимателей это долги по каким-то обязательствам перед поставщиками. И это могут быть физические лица? Да, с 2015 года это могут быть физические лица, простые люди. А до этого было только ООшки, да? Да. Или ИПшки? Да, до этого возможность была только у организаций, ООО, да, например, и у ИП, индивидуальных предпринимателей. И поконкретнее про виды ваших услуг, если вы по пальцам считаете. Ага, ну вообще моя компания занимается практически всеми вопросами юридическими, кроме уголовных дел. Вот. Ну, например, семейные вопросы, трудовые споры, жилищные споры, да, земельные. Вот. Но приоритет у нас пока на кредитные вопросы, потому что я в этом, как сказать, давно и уже в этом деле вообще профессионал. Да, и поэтому мне как-то это ближе. Да? Плюс почему? Потому что ну, мне нравится помогать людям. И именно вот люди, которые попадают в кредитные проблемы, да, с долгами, они наиболее уязвимы, и вот им трудно выходить из этих вопросов. Например, семейные споры, трудовые, там тоже определенная боль есть, да, проблемы, да, у людей, но они не так сильны, да, как у людей, которые попали в кредитные проблемы, да, потому что это звонки коллекторов, приезды судебных приставов, забирают имущество. Человек, он чувствует себя, вроде бы он свободен, да, как бы находится в обществе, но в то же время он не свободен. То есть у него очень большие ограничения есть. Он не может получать зарплату полностью, он не может пользоваться своим имуществом, он даже за границу не может ездить. Как будто в тюрьме находится человек в это время. Поделитесь, пожалуйста, какой-нибудь реальной историей помощи клиенту. Ну, какой-нибудь самый огромный, ну, одной из более таких запоминающихся историй. Ну, на самом деле их много у меня историй. У меня уже тысячи клиентов, которые прошли, да, через процедуру банкротства и освободились от долгов. Ну вот сразу в память приходит история женщины, которая обратилась ко мне. Она пришла прямо в таком очень, как сказать, страшной ситуации. То есть, когда я с ней разговаривал, чувствовалось, что у нее вообще отчаяние, да, потому что происходило давление с коллекторов очень сильное, да, постоянно звонки, приходили домой даже. Было такое, что даже и там писали на двери угрозы коллекторы. Ну, это вот как раз 15-16 года, да, когда только начиналось. В то время коллекторы вообще страшно действовали, нарушали закон. И закон юридический, и все человеческие нормы тоже. Вот. И она была в таком состоянии, да, я подумал, ну, можно так скажу, да, что возраст ее там 50 лет, я думал. Ну, подумал, что такая уже в возрасте женщина пришла, да. А потом посмотрю документы, паспорт, оказывается, она молодая девушка. То есть до того она была в таком состоянии, что прямо внешне даже это отражается, оказывается, из-за стресса постоянного. Вот. Ну, мы ей помогли, вели эту процедуру чуть больше года. Ситуация была тоже непростая, потому что там было имущество, были сделки, то есть она продавала имущество, да, до этого, чтобы расплатиться с кредиторами. Вот. Ситуация с мужем была тоже неоднозначная, да, то есть там развод происходил на фоне вот этих кредитов. Кстати, семья и разрушилась из-за долгов. И в основном долги были тоже не только ее, а совместные. Ну, в итоге, получается, процедура прошла. Я же как полностью в то время сам сопровождал процедуру, то есть сам ходил на суды, но мои клиенты не ходят в суды. То есть им это не нужно, они оформляют доверенность, и мои юристы сами ходят. Вот. В то время я сам ходил в суды, вот, и удалось сохранить имущество,
кредиторы, банки, да, они всегда хотят что-то забрать у человека. Вот, например, если есть имущество, человек его продал в рамках 3 лет, да, кредитор, банк может это оспорить. И вот как раз в ее случае пытались оспорить, там транспортное средство было, я это отстоял, то есть мы, как сказать, сохранили ей имущество. Если войти в суть этого дела, Ага. то именно какой закон или какие права, статья помогла, чтобы выиграть это дело? Или вести к этому банкротству? Банкротству? Ну, вообще, здесь работает 127-й федеральный закон, да, это о несостоятельности и банкротстве. И в рамках этого закона все это и происходит, да, процедура банкротства. Но на самом деле вот процедура банкротства – это сложная процедура. Она не может длиться быстро. То есть многие могут думать, что там за месяц, за 2 можно завершить. На самом деле процедура банкротства может длиться годами. Но сейчас у меня, кстати, дела происходят быстро, бывает за полгода завершаем, да, то есть уже набрались большого опыта и уже знаем, как работать. Но ситуации бывают разные. Там вот если вот сейчас углубляться, да, в процедуру, рассказывать прямо про детально, это несколько дней нужно будет, я могу долго рассказывать. Очень. И еще бывало такое, да, когда вот, многие клиенты, да, думают, что они заключили со мной договор и все. То есть эта проблема решается как по волшебству. На самом деле это не так. То есть это, можно сказать, такая совместная работа. Вот однажды был такой случай, что клиент пришел, заключил договор, все, сделал доверенность и пропал. Ну, как бы первое время мы там по доверенности сами могли все делать, ориентироваться, да, находить какие-то документы. Но там пришел момент, что там суд затребовал документы, которые находятся лично у него. А он вообще пропал. А он был, короче, этим, типа кадровый охотник и на север уехал. Ловить соболей, да? Вот, и пропал вообще его, мы там полгода, даже больше, наверное, не могли до него достучаться. Ездили по всем его квартирам. Он еще жил в таких арендованных всегда. Собственности не было. Вот, и мы вот прямо такое целое расследование там сделали, где он жил. Такое детективное расследование, да. В итоге мы его не смогли найти. В итоге суд ему отказал в банкротстве. Потом он приезжает через 2 месяца. Мы уже дело его в архив отправили. Вот. Он приезжает, говорит, что с моим делом? Вы списали мои долги. Еще помню, ну, там рыбу привез, короче. Уже думал, что все, дело завершено. Вот. И мы такие, где вы были? Ну, вот, реально, вот, искали его очень долго. Ну, пришлось, ну, мы его как бы дело-то не бросили, есть возможность заново подать. Потому что суд не отказал, вернее, да, он вернул заявление потом. И в процедуре банкротства это, кстати, хорошо, что можно еще раз обратиться. Вот. И, соответственно, мы подали заново, в ускоренные сроки все сделали. И он прямо вот все это время, уже полгода где-то, наверное, мы заново работали с ним. Ну, то есть мы с него денег не взяли, то есть уже дальше продолжили, пошли ему навстречу. И он чуть ли не каждый день к нам приходил уже. То есть уже вот этот страх, то, что сейчас что-то не получится, уже его сдерживал. Он приходил каждый день. И в итоге он уже сам стал экспертом в банкротстве. Он уже там своих друзей консультировал, да, приводил к нам. Такая вот история была интересная. Порекомендировал. Да, вот он очень много клиентов к нам приводил. А так, в целом, наверное, это такая одна легкая история, да, такая более позитивная. Но в большинстве случаев, наверное, 95% историй, они очень такие сложные. Там есть такая определенная трагедия, то есть там начинается все с кредитов, с малого, да, берут кредиты из-за слабой финансовой грамотности, да, из-за потери работы, из-за болезни, да, например, не могут справиться с этими кредитами, да, с нагрузкой. Начинаются конфликты в семье, развод, раздел имущества, и человек уже полностью, как сказать, разбитый приходит к процедуре банкротства. Еще раз повторюсь, что лучше заранее. Вот те, кто заранее обращаются в мою компанию, им намного легче. Они вот эти круги ада не проходят. То есть сохраняется семья, внутри семьи атмосфера лучше. Вот. И нам, юристам, опять же, легче работать, да, в этом плане. Но опять же повторюсь, что нерешаемых проблем не бывает. Вот. В целом, если рассказывать про процедуру банкротства вкратце, да, как она происходит, то есть это рассматривается в арбитражном суде. Да? У нас в республике арбитражный суд один. Поэтому, если вы прописаны, там, например, в ЛУСе, да, то вы все равно, дело ваше будет рассматриваться в городе Якутске.
Поэтому людям как бы выгоднее, да, работать с местными компаниями, которые находятся в Якутске, потому что мы сможем в суд пойти. Просто в России много компаний, да, и таких как моя. Вот, и зачастую почему-то жители улусов работают с федеральными компаниями. Вот я заметил так, да. Не знаю почему, вот, но это не совсем выгодно для человека. Потому что московские, там, питерские компании, они в суд не пойдут, будут работать удаленно. А наше отличие именно местных компаний, что мы можем пойти в суд, и от этого многое зависит. Результат зависит от этого во многом. Вообще процедура банкротства, еще раз скажу, длительная, да, то есть подается заявление в арбитражный суд. То есть вот в процедуре банкротства много судов. То есть это не один суд, который проходит, да, то есть это может быть еженедельно суды, по несколько судов в неделю в течение года. И на все эти суды юрист ходит. Не клиенты, а юристы. Да, наши клиенты вот именно в моей компании вообще в суды не ходят. И мы как бы не сторонники того, чтобы клиент ходил, потому что были такие случаи, на ранних этапах мы клиентов с собой брали. И они могли немножко там говорить не то и усугубить свою ситуацию из-за того, что не ориентируются в законах. Вот. Вообще в процедуре банкротства есть два основных этапа. Этап реструктуризации и этап реализации имущества называется. Вот этап реструктуризации – это этап, на котором суд рассматривает возможность финансового оздоровления человека. То есть вообще в процедуре банкротства же как бы пострадавшая сторона, если так логически подумать, это же банк теряет деньги свои, как бы, да, поэтому здесь именно закон направлен на восстановление, как сказать, графика платежей. То есть пытается, финансовый управляющий есть, да, в процедуре банкротства, это обязательное лицо, и суд, которые пытаются восстановить человека в график, да, то есть чтобы человек смог выплачивать. Но зачастую это не получается, это бывает крайне редко. Вот на этап реструктуризации попадают люди, у которых большой доход, которые соответствуют, то есть человек может выплачивать. Вот. Но зачастую люди, которые обращаются ко мне, да, и к процедуре банкротства, у них есть статус неплатежеспособности, то есть они не могут справиться с финансовой нагрузкой. Поэтому они этот этап проходят, и следующий этап называется реализация имущества, на котором именно оценивают, какое есть имущество у гражданина, которое можно реализовать в торгах. То есть человек, попадая в процедуру банкротства, имеет риск потери имущества. Поэтому вот тоже я обращаю внимание, да, клиентов на то, что самим идти на банкротство нежелательно, потому что от незнания законов можно нанести себе большой ущерб финансовый, да, и временной. А мы на ранней стадии сразу видим, кому подходит банкротство, кому нет. То есть моя компания берет тех клиентов, которым банкротство выгодно. То есть мы всегда смотрим ценность для клиента. Допустим, бывают ситуации, когда клиент приходит, у него долг там 350 тысяч и машина там 250 тысяч, грубо говоря, да? Видно, что он может ее продать и, в принципе, часть кредита закрыть. Плюс еще за наши услуги оплачивать, да? То есть ему невыгодна процедура банкротства. Мы сразу говорим, лучше вот так сделайте, да? То есть можно решить самостоятельно проблему. Такие случаи бывают. То есть я всегда своим сотрудникам тоже говорю, чтобы они именно вот с этой точки зрения смотрели выгоду клиента. Далее, если смотреть по этапам, вот, например, реализация имущества закончилась, после этого наступает завершение процедуры. То есть там финансовый управляющий направляет отчет, если проще говоря, пишет о том, что все, человек подходит под процедуру банкротства, все соответствующие мероприятия были проведены, мы не смогли его вернуть в график, у него нет имущества, все, и завершаем процедуру. И после этого для человека наступают последствия. На самом деле они не страшные. То есть человек в течение 5 лет, если он будет обращаться в банк за новым кредитом, он обязан говорить, что он банкрот. Скрывать не должен, да? В течение 3 лет он не может заниматься предпринимательской деятельностью и занимать руководящие должности в организациях высшего звена. Это там генеральный директор, главный бухгалтер и так далее, да? Начальником отдела может быть. Вот. И третье последствие – повторно стать банкротом в течение 5 лет не сможет. Все последствия. Других нету. В принципе, если вот взвешивать, опять же, да, вот долги человека, да, миллионные, например, все эти проблемы, с которыми он сталкивается, и последствия, которые он в итоге получит, они намного перевешивают то, что вот он, эти проблемы, долги, да, они списываются. То есть они даже, клиенты, если что, имейте в виду,
А еще такой вопрос, не то что вопрос, да? Стереотип такой есть. Типа компания какая-то открылась, собрал деньги, что-то сделал на эти деньги, да, усвоил, да? И искусственно он делает банкротство. И все расходятся, никто не виноват и так далее. Ну, да, такая проблема есть на рынке юридических услуг в целом. Да, если вот так глубже копнуть. И никого не поймаешь, как бы. Да, в этом случае как бы, не знаю, это связано, наверное, во-первых, с неправильным. Ну, то есть в основном, да, то есть это делается, наверное, юрист, который взял дела, да, не довел до конца, это не из корыстных каких-то целей, да, наверное, делается, а из-за того, что у него не выстроен бизнес-процесс, процесс работы, то есть он набирает большой объем, но не может с ним справиться. Зачастую такое. Конечно же, есть и компании, которые изначально преследуют цель там, наживиться на горе людей, да, и просто не довести до конца. Такие тоже бывают. И в последнее время их стало много вообще по России, таких компаний. Да? Я думал, да. меньше стало. Ну, где-то с нулевых, где-то в 90-х, в нулевых, там такие дела больше делались, как бы. Нет, если сравнивать, конечно, с 90-ми, с нулевыми, конечно, меньше. Но вот имеется в виду вот на фоне вот этой пандемии, вот, где-то 5 лет последних, да, больше становится компаний таких. Вот особенно в 2020 году много открылось. И они в целом портят вот именно рынок юридических услуг. И вообще больше скажу, да, у меня вот есть такая миссия, или, как сказать, цель, да, определенная, чтобы изменить отношение к юристам. Потому что действительно есть такой стереотип, да, что юрист может взять дело там, и не довести до конца, и ему за это ничего не будет. К сожалению, это как раз идет из 90-х годов. То есть вот старые юристы, я не хочу никого как бы там задеть, обидеть, да, но это я как бы говорю как есть. То есть, к сожалению, есть юристы, которые могут взять дело и не довести до конца. И я вот с этим как бы хочу бороться, и именно предоставлением качественных услуг населению Якутии, России, именно изменить вот это. То есть цели у меня большие в этом плане. Я хочу, чтобы юристы работали как единое целое, да, во благо людей. И не было таких ситуаций, что человек попадает, надеется, приходит, да, на юриста, а в итоге результат не получает. И тратит большие деньги и время. Вот у меня недавно, например, могу про это говорить, нет, обратилась клиентка известная. Ко мне, кстати, часто обращаются известные наши люди из мира шоу-бизнеса, да, можно сказать, из эстрад, там, да, с политики тоже бывают. Вот. И тоже был адвокат, да, которого ей рекомендовали, да, там, знакомый, он там с именем адвокат. Ну, не буду имена называть. Да. Вот. И он не довел дело до конца, он год ее дело вел, а дело простое было. И она сейчас пришла ко мне, и мы сейчас ее дело ведем уже. И там можно было за пару месяцев решить. Ну, просто он, видимо, набрал клиентов и не смог справиться. Да, производственной мощности да, не хватило. Не потянул, да? Да. Тогда такой вопрос. Самая большая сумма, которая у вас была долго, которую вы обанкротили? Самая большая сумма была 100 миллионов рублей. GKD. И сколько протянулся процесс? Процесс длился, кстати, на удивление, недолго. Ну, вот для такого сложного дела где-то 1,5 года. И это, ну, жесткая мотивация, короче. Что такие дела тоже мы можем выигрывать. Но на самом деле меня больше мотивирует, если честно, дела более простых людей. Там просто больше таких проблем человеческих, больше боли у людей. Потому что там прямо семьи рушатся. Там иногда бывает, клиенты приходят и часто говорят о суициде даже. Бывает. То есть вот моя работа, да, именно связана даже не сколько там с юридической, да, какой-то практикой, да, с юридическим профессионализмом, а еще с какой-то психологией. То есть мои сотрудники, да, они часто выступают в роли психологов, да, то есть помогают добрым словом, всегда успокаивают клиентов. То есть вот иногда клиент даже может позвонить, просто его надо выслушать. Такое тоже бывает. Юрист и адвокат. В чем разница? И по ходу рассказа вы идете в суд, да? И это можно считать адвокатством или как? Юрист это человек, который имеет высшее юридическое образование, диплом. Он может защищать интересы
граждан, да, то есть быть представителем в суде. Адвокат – это уже немножко другой уровень, можно сказать, да. Помимо диплома о высшем юридическом образовании, адвокат имеет лицензию адвоката. То есть это ступень выше, получается? Ну да, то есть он имеет право, ну в чем такое кардинальное отличие? Адвокат имеет право вести дела уголовные, а юрист, там, Административные. представитель только гражданские дела и административные. Ну, то есть быть представителем в суде. А карьера юриста, если поэтапно смотреть по вашей компании, да? Какая она? Ну, вообще, самый начальный уровень, ну, стажер, как везде, да, потом помощник юриста, юрист, младший юрист, ведущий юрист, да, и, как сказать, самый опытный юрист. То есть вот так, если по лестнице как бы, да, идти, то, ну, то есть это зависит от опыта уже юридического, от его навыков. То есть вот у меня есть юристы, которые, например, работают помощниками юристов, да, там могут долгое время работать, да, ну, например, это им нравится. Ну, то есть, потому что, чтобы стать ведущим юристом, да, нужно очень хорошо в законах ориентироваться, знать, иметь большой опыт, да, именно вот это тоже как и в спорте, да, то есть количество там боев, выступлений соревновательных. Короче, ведущий юрист, у него больше как бы соревновательный опыт в судах. Сколько у вас юристов и какую мощность может сделать один юрист? Или, ну, допустим, да, один клиент пришел, и его одного клиента даете одному юристу, или это несколько юристов должны решать? А у меня получается такая, можно сказать, конвейерная система, то есть все распределено по этапам. То есть есть сотрудники, которые занимаются привлечением клиентов, то есть консультацией, да, можно сказать, отдел продаж. А потом есть отдел, который занимается сбором документов отдельно. Есть отдел уже арбитражный, то есть судебный отдел, который уже ведут дело. Вот. И у меня сейчас сотрудников, ну, много, больше 20 человек. Вот. И, в принципе, с объемами мы справляемся легко. То есть у меня вот эта выстроена система вся. То есть у меня есть автоматизация бизнес-процессов, все прописано, инструкции все готовы, да, то есть сотрудник, который приходит ко мне, он не попадает в зону дискомфорта такого. То есть моя задача максимально для сотрудника создать условия, чтобы, то есть можно сказать, если часто бывает, да, в организациях, там, в госучреждениях, да, сотрудник приходит, ему просто задают задачу, иди делай, да, и не объясняют, что надо делать, как это делается, да, то есть говорят, ну, как бы отправляют на войну без автомата, грубо говоря, да. Без инструкции. Без инструкции, да, вот. И моя задача полностью, как сказать, вооружить сотрудника, чтобы он мог выполнять свои задачи. А производственная мощность? Ну, как она у вас измеряется? В клиентах в месяц? Или по доходам, или по поступающим, входящим заказам? А это все измеряется у меня. То есть, начиная с количества обращений, лидов, да, заявок, потом я измеряю, как вот у каждого отдела, да, у каждого сотрудника, то есть свои статистики и свой продукт, результат, который он должен получить. Это у меня все прописано. Вот, например, отдел продаж – это сколько заключенных договоров, отдел сбора – сколько собранных пакетов документов, в арбитражном отделе сколько подано заявлений, сколько выиграно дел, за какой срок. Например, если они быстро завершают процедуру, они получают бонусы за это. Сопутствующий вопрос про CRM-систему. Ага. Ты же рассказывал про CRM, показывал уже мне. Немножко можешь рассказать? Да. Ну, вообще есть такая штука, да, как сказать, CRM-система. Может, для кого-то она может быть непонятна. Но, наверное, сейчас в настоящее время все знают уже про CRM. Знают. Я думаю, знают. Да. Вот. И CRM это как бы, ну, помогает разгрузить твою голову. То есть это такая твоя дополнительная память, можно сказать. Ты часть своих задач, которые, чтобы тебя не грузило это все, да, ты перемещаешь в эту CRM-систему, и она тебе там, ну, то есть там есть определенная воронка, да, в CRM-системе, поэтапная, ты уже по ней идешь. То есть ты знаешь, утром пришел, у тебя появляется задача. Тебе не надо думать там со вчерашнего дня об этой задаче, да, ты можешь ее забыть, придя домой отдохнуть, и утром прийти, и тебе сама CRM-система напомнит, что ты должен сделать сегодня, завтра и там ближайшую неделю, ближайший месяц. То есть тут можно прямо и на годы вперед планировать. Помогает систематизировать.
Да, это очень помогает систематизировать и автоматизировать процессы. Потому что сейчас время такое очень быстрое, все быстро меняется, очень, как сказать, конкуренция сильная. Поэтому тот, кто автоматизирован, тот и выигрывает. Мгм. Кто быстрее, тот и сильнее, как бы. Бывали ли юридические тупики? Это я слово сам придумал, просто как бы передать свою... Ага. Мгм. Ну, я понял, да. То есть какие-то сложные дела, которые вот прямо Невозможно решить. невозможно решить. Нет, такого нету. То есть любая проблема, любая ситуация решаема. Всегда. То есть, ну, я вот в этом убежден. Все зависит от правильного анализа дела и правильно разработанная стратегия защиты в суде. Стратегию тоже вы вырабатываете? Да, обязательно. И многое зависит от того, насколько клиент обратился поздно или рано. То есть своевременно. Если человек обращается своевременно, намного легче выиграть, намного проще юристу работать. Потому что зачастую, да, потому что вот закон о банкротстве, он новый же относительно, да, с 2015 года. И многие люди об этом не знали и не знают до сих пор. И пытаются сами решать проблему. И тем самым усугубляют ее, делают ее практически нерешаемой, да. Но тем не менее мы всегда даже, никогда не поздно. Даже человек, если приходит чуть позже, мы всегда стараемся и решаем эти проблемы. Бывали такие истории где-то 2010-го, с 2008 годов? Да, таких дел много. Есть люди, которые десятилетиями прямо сами пытались решать эту проблему, скрывались от кредиторов, там, да, то есть не могли работать, не могли имущество на себя оформлять. Вот. Они приходят уже достаточно Мгм. поздно. Как вы вообще ко всему относитесь, например, что-то заказали, и, например, эта компания не принесла в срок и так далее, да? Как вы вообще к этому относитесь? По-человечески понимаете или сразу юридически уже думаете, если в срок не принесут, то я буду жаловаться, там, пойду в суд и так далее? Ну да, ну в целом, если говорить как есть, да, я часто, наверное, не применяю свои навыки там юридические, хотя я бы мог, да, до последнего дойти до конца, там, того, кто нарушил закон, там, оставить без ничего. Но я не знаю, мне как-то зачастую бывает жалко, что ли. Я как-то, ну, пытаюсь по-человечески решить все. Ағалы. Сахалы, У нас же есть это, как бы по-своему решить. Вот. Ну, в целом, но зато если, например, не мое личное, да, дело, а дело клиента, тут уже включается конкретно профессионализм, и я там до конца бьюсь уже. Потому что на самом деле, вот если добавить, юрист – это человек, который должен быть бойцом на самом деле, до конца отстаивать права человека. А бывает дело, ну, до рукоприкладства? Ну нет, у меня такого не было. В смысле, со стороны клиентов или Агрессия какая-то? агрессивные такие, да? Нет. Но у меня такого не было, но, наверное, бывает. Конфликтные, конечно, какие-то ситуации бывают, но я всегда стараюсь как-то все это мирно решить. И мы всегда, вот сколько у меня дел не было, да, мы всегда приходили к общему знаменателю. И с клиентами, и с конкурирующей стороной, да, всегда как-то цивилизованно решали вопрос. То есть у меня И не с было- судебной стороны тоже. Да. Юрист нулевых и юрист после 20 лет назад, да? Мгм. Какие это люди, какие изменения конкретные, ну, большие изменения происходили? Но вот на самом деле изменения, конечно, колоссальные, да. То есть с тем, что меняется мир, меняется вот эта цифровизация, да, происходит, глобализация, да, это, конечно же, влияет на все сферы жизни, в том числе на юридическую профессию тоже. Те юристы, которые начали давно, то есть и не применяют современных технологий бизнеса, ведения, да, они остаются за бортом, можно сказать, да, и зачастую снижается качество услуг, как раз то, о чем я говорил, да, что они набирают большой объем клиентов и не могут с ним справиться. Это как раз из-за отсутствия планирования, отсутствия систематизации бизнеса. Сейчас, можно сказать, юрист – это уже тоже предприниматель, бизнесмен. Сейчас, наверное, уже такая эра крупных юридических компаний наступает. То есть частный юрист, он один, да, он, ну, конечно, это уже как ремесло получается. Это уже не бизнес, да, то есть он может там в месяц брать 5-10 клиентов максимум, а компания уже может 100 больше клиентов обрабатывать за счет этой В 90-е годы, когда я был маленьким, да, спрашивали, кем будешь, кем хочешь стать.
кто-то водитель, кто-то летчик, там кто-то врач, учитель. И всегда был юрист на слуху. Ага. И как сейчас популярна профессия юриста? Ну, если смотреть со стороны доп. Образования, Мгм. чтобы в жизни всегда, ну, юриспруденция и юридические знания всегда были как бы бонусом в твоей голове. И чтобы отстаивать свои права и так далее, знать. Ну, вот если так брать, да, массово. А сейчас дети не мечтают стать юристами, да? Дети мечтают стать айтишниками, программистами, хакерами, не знаю, да, там, бизнесменами. Вот, мода такая сейчас. Я почему знаю? Потому что я сейчас занимаюсь же общественной деятельностью, да, и я преподаю в школах уроки по правовой грамотности. Да, очень часто вот во многих школах уже был, и всегда я спрашиваю перед началом, когда начинаю, да, урок, я спрашиваю, кем хотите стать. И всегда, ну, находятся 2-3 человека в классе, которые хотят стать юристами, прокурорами, там, судьями, да, но их мало, с каждым годом меньше. Но скажу, что юридическая профессия сейчас, наверное, стала таким, как доп. Образованием, действительно, да, потому что оно всем нужно. Каждый человек, по идее, должен быть юридически подкован. Ну, желательно, это хороший бонус для него. Да, ну к этому надо уделить 5 лет образования, допустим, да? Ну, если заочно учиться, а кроме учебы, так таковой, есть ли консультации или какие-нибудь курсы обучения юридических знаний? На самом деле их не так много. То есть я даже, ну, если честно, не интересовался, потому что Ниша свободная, оказывается. Можно провести курсы и Да. создать такую школу. Ну да, кстати, Мгм. хорошая мысль, надо подумать об этом. Как дополнительное ответвление твоего бизнеса. Ага. Я думаю, это нормально зашло бы. Ну вот на самом деле люди, да, юридически подковываются, как раз сталкиваясь с проблемами. Начинают ходить на консультации, да, читать что-то, изучать, и вот уже знают. Да. Потому что юристы сами тоже опыт нарабатывают через практику, через какие-то дела. Просто быстрее нарабатывают, потому что есть база теоретическая, как бы легче, есть основа, да, как ориентироваться в законах. И просто дел много разных, да, чем у самого обычного человека, который не является юристом. Где посоветовали бы получать хорошее юридическое образование, ну, будущим планирующим стать юристами? Но однозначно я рекомендую УрГУА, Уральскую юридическую академию. Но она раньше так называлась. Сейчас, по-моему, она стала университетом или институтом, если я ошибаюсь. Ну, также есть сильные вузы московские, в Москве много вузов, да, юридических. Вот. Но опять же, повторюсь, есть юристы, которые, например, не имея такого сильного образования юридического, да, базового, они становятся первоклассными юристами за счет практики судебной. Типа За счет самоучки? опыта. Да. А в Якутске есть образовательные учреждения юристов? Их же Да, конечно. много же, да? Да, у нас вот СВФУ, Мгм. вот хороший вуз. Вот ЕИП есть, да, тоже. Тут хорошие юристы выходят. Опять же, тут, повторюсь, важна практика и важны качества самого юриста. То есть вот он должен, все должно быть в совокупности, должна быть золотая середина. У него должна быть сильная база, желательно, да, большой опыт ведения дел, характер для того, чтобы доводить дела до конца, да, не сдаваться ни перед чем. Вот. И желание помогать людям. Вот если, вот, на мой взгляд, если 4 этих данных как бы есть у человека, да, 4 таланта, ну, он будет великим юристом. Какие сейчас новые юридические услуги появились? Новые юридические услуги, ну, в целом, сейчас вот очень развивается юридическое направление в сфере защиты вот цифровой информации, да, IT-сфера, авторское право тоже, то есть именно патентное право, то есть, как сказать, регистрация товарных знаков, защита бренда, вот такие направления, да. Ну и всегда остается неизменным семейные вопросы, всегда люди разводятся, женятся, да, там делят имущество, это всегда трудовые споры. То есть, в принципе, направление юридическое особо не меняется, да. Вот банкротство сейчас, это можно сказать, банкротство физлиц, да, это такой новый тренд, можно сказать. Я, например, когда начинал в 2015 году, было мало компаний, даже по России. 3 года я работал вообще практически без конкуренции. Сейчас, после вот как раз 2020 года,
В 3-4 раза в Якутске увеличилось число этих компаний. Еще, наверное, бывают такие часто, к сожалению, да, случаи, когда, ну, со смертным исходом. Или кто-то скончался, а он не успел завершить какое-то либо дело, Мгм. либо он не смог разделить свое имущество, то есть завещать своим детям. Мгм. Этот вопрос, такие, наверное, случаи тоже бывали, да, и как это решается? Да, таких случаи бывали, да. Вот, например, если касательно процедуры банкротства, списания долгов, там есть такой момент, что, например, если человек умирает во время процедуры банкротства, не успев как бы завершить, да, потому что мы, наверное, все знаем, что долги переходят по наследству, тем более, если есть имущество, да, детям может перейти. Вот, поэтому, но в процедуре банкротства есть такая судебная практика, которую мы тут первые в Якутии тоже применили, что человека признали банкротом после смерти. То есть у меня был случай, когда клиент умер от онкологии во время процедуры банкротства, но мы довели дело до конца и долги списали. Это вот один случай, да. Был второй случай, когда тоже у нас во время процедуры банкротства у клиентки как бы обострилась онкология тоже, да, рак. Но мы все равно решили успеть завершить, потому что суды не всегда завершают после смерти. То есть это такая практика нестабильная, да. Поэтому лучше всегда успеть завершить процедуру до того момента, пока клиент еще живой. Если суды не примут решение не закрыть дело, да, а они тогда переносятся к их детям, да? Да, если есть имущество, то ребенок вступает в наследство, и долги вместе с наследством переходят в том объеме, с равноценным с объемом наследственного имущества. Кстати, о размерах. Сейчас же доллар поменялся, повысился, да? И как отразилось на вашей компании? Выросли ли цены на услуги или так далее? Кстати, вот да, я об этом думал недавно, да, но я решил сохранить цены, не повышать, потому что людям и так тяжело. Сейчас еще будем цены повышать. Но я знаю, что конкуренты повысили все цены. Но мне как бы, как сказать, я же давно работаю на этом рынке, и, в принципе, у меня компания уже стабильная, и я могу себе позволить не повышать цены. Ну, тут в то же время добавлю, да, скажу, производства нету, как будто, да, такого, но все равно есть зарплаты людей, людям тяжело, нужно повышать зарплаты людям, например, сейчас. Сейчас цены растут, людям уже сложнее жить, поэтому, у меня всегда, кстати, приоритет мои сотрудники, моя команда, я всегда повышаю им заработную плату, вот, и сейчас я им повысил зарплату тоже на фоне кризиса. Вот. И не повысил цены. То есть, в принципе, все просчитал нормально. То есть... Про благотворительность. Какие у вас благотворительные проекты и как вы... Ага. Я вот в последнее время стараюсь помогать людям, и как раз есть возможности уже. То есть, например, когда я начинал, у меня таких возможностей не было. То есть, там, помогать людям, заниматься благотворительностью. Но я, тем не менее, занимаюсь и давно. Помогаю детям. Вот у меня 28-я школа в 17-м квартале, да, есть коррекционная, там сироты обучаются. Вот, 28-я школа, я вот и им помогаю, постоянно дарю подарки. Вот. А спортсменам? Спортсменам тоже обязательно помогаю. Выступаю, бываю спонсором в каких-то соревнованиях. Часто помогаю бойцам ММА, да, сейчас на пути к профессиональной карьере тоже помогаю. Не забываю своих, как бы, тоже друзей, знакомых спортсменов, которые выступают по разным видам спорта. То есть стараюсь помогать. То есть много занимаюсь общественной деятельностью, то есть состою в общественных организациях, много работаю с молодежью, потому что я убежден, что чтобы что-то изменить, да, вокруг нас, город, республику, страну, нужно начинать снизу, то есть с детей и с молодежи. Потому что молодежь – это наше будущее, и нужно именно там закладывать основу. То есть я провожу уроки правовой грамотности, да, как я говорил, провожу мастер-классы в вузах, СУЗах, в школах по финансовой грамотности, по предпринимательской деятельности много рассказываю. Также я верю в то, что предприниматели очень сильно влияют на общество, то есть на развитие общества, на развитие вообще в целом
города, республики, да, то есть мы создаем рабочие места, создаем сферу услуг какую-то, да, для жителей, закрываем их потребности. И чем качественнее мы это предоставляем, и чем больше предпринимателей, да, особенно малого среднего бизнеса, тем лучше вокруг нас жизнь становится. Поэтому я точно. хочу вот именно закладывать эти идеи, да, эти базовые основы детям, молодежи. И очень много с молодежью работаю. Как вы думаете, человек находит или создает себя? Человек создает себя всегда, я так думаю. То есть все в наших силах. То есть человек должен быть всегда причиной всему. Ну, хотя бы думать так, да, то есть именно мышление должно быть причинное, а не следствие. То есть вот есть же люди, которые, например, винят все вокруг. Сегодня погода плохая, там президент плохой, власть плохая, что-то там, стул неудобный, да, грубо говоря. Вокруг все виноваты все, кроме самого человека. Я считаю, это позиция проигрышная, неправильная, да, то есть человек должен быть причинный, то есть он должен быть способен влиять на все. То есть утром встал, тяжело, да, трудные моменты у всех бывают. Нужно найти в себе силы, пойти на работу. Тем более вот у нас в Якутии, да, часто бывает, утром встаешь, туман, холодно, да, нет желания идти в офис, да. Но ты себя перебарываешь, идешь. Например, тоже вот мое отношение к этому, да, например, вот вижу же, что в мире происходит там вокруг нас, да, то есть, конечно, самое простое – это просто сесть и винить, да, всех вокруг. Ну, я, например, иду и делаю, я, например, вот пытаюсь с молодежью работать, закладывать какие-то идеи своим сотрудникам, своим друзьям помогаю, каким-то советам, да, то есть создаю, например, какие-то направления, которые могут помочь в этом, да, какие-то законодательные инициативы тоже, кстати. Люди же могут собраться, да, собрать подписи за какую-то идею, да, и отстаивать ее, идти, отправлять дальше, там можно и до Госдумы дойти. То есть, в принципе, есть механизмы, рычаги воздействия, да, на какую-то окружающую среду. Создаем сами. Да, мы создаем сами себя, да. Окей. Про ваш путь, куда вы идете? Ну, вообще моя мечта, да, ну, можно начать с мечты, наверное, да. Мои личные мечты, моих целей. Ну, я хочу, чтобы моя семья, мои родные, да, были счастливы и жили в окружении счастливых людей. То есть, чтобы вокруг было больше ярких, счастливых моментов, да, чтобы как-то вокруг все было лучше, позитивней, да, доброжелательней. Вот. Хочется этого. И я думаю, что через свои услуги, да, предоставление. Вот у меня, например, есть миссия компании – это помочь как можно большему числу людей в решении их проблем. Причем помочь не только в Якутске, в Якутии, а по всей России. То есть у меня планы именно выходить на российский рынок тоже. Я уже постепенно это делаю. И я убежден, что через вот предоставление качественных юридических услуг мы можем поменять наше общество. То есть люди становятся более образованными, более юридически подкованными, потому что я много веду же таких прямых эфиров, вебинаров, да, для людей. Клиентам очень подробно пытаемся рассказывать, как все происходит. Вот. Также через общественную деятельность я хочу там влиять на те области, на которые я не могу повлиять через свою профессиональную деятельность. Да? То есть там, спорт нужно развивать, считаю, нужно помогать малоимущим. Ну, то есть вот если, например, вот каждый из нас, да, будет помогать друг другу, хотя бы одному-двум людям поможет, уже мир станет лучше. Вот. Когда человек стареет, ну, допустим, там 60 и выше, да, то у него, соответственно, мышление и так далее, все меняется, да? Сейчас вы сидите, вам сколько лет? 32. 32 года. И что бы вы сейчас сказали сыну, когда он посмотрит этот блог, и ему 30 лет? Что вы ему посоветовали? О, такой сложный вопрос, да, на него так быстро не ответишь. Но я бы ему сказал, иди дальше, никогда не останавливайся, делай то, что ты сделал. Если тебе 30 лет, ты чего-то достиг уже, ты на правильном пути, сынок. Иди до конца, не останавливайся. Совет клиентам, ну и всем людям, да, чтобы не попасть в
такие ситуации, как не довести дело до банкротства и вообще как туда не попасть? Ну, в первую очередь, перед тем, как брать кредиты, да, или залезать в долги, необходимо много раз подумать, да, оценить свои возможности. Потому что я давно же в этой сфере работаю, и зачастую примерно вижу, что люди некоторые набирают кредиты, чтобы лучше жить. Ну, хочется же красиво жить, да, как сказать, не посредством. И берут кредиты ради этого. То есть именно призываю людей брать кредиты по нужде, то есть когда реально они нужны, эти средства, а не просто так набирать, да. Также нужно быть финансово, то есть людям вообще необходимо как-то финансово образовываться, да, повышать грамотность финансовую, вот, потому что от этого тоже многое зависит, и также своевременно обращаться к юристам или к каким-то специалистам, да, которые занимаются в этой сфере. Тем более вот у меня в компании, да, консультация бесплатная, но ко мне многие не приходят почему-то, да, пытаются сами решить, хотя могли бы прийти и получить бесплатную информацию. Вот я считаю, это тоже важно. То есть своевременно нужно начинать решать проблему, чтобы не доводить до конца. То есть вот банкротство – это, можно сказать, такая уже крайняя мера. Но мы как сегодня же узнали, что, в принципе, последствия-то не страшные на самом деле. Но вообще, в целом, нет нерешаемых проблем. То есть всегда нужно идти до конца, бороться за свои права, тем более, да, руки не опускать. То есть всегда есть выход из любой ситуации. Я так считаю. Сегодня мы поговорили, как вообще выглядит работа юриста, поверхностно только. Если вы хотите уже поуглубленные, как сказать? Более детально, да? Да, более детально, если, да, хотите узнать профессию юриста и вообще там маленькие нюансы и так далее, то можете подписаться на канал. Мой канал называется Ефремов Влог. Угу. Можете подписаться на канал Ефремов Влог и образовываться. Да. Ссылка в описании, да, будет? Да, ссылка в описании. И ваши пожелания. Я хочу в первую очередь пожелать, чтобы у подписчиков, да, в целом людям, которые посмотрят, чтобы в жизни все было хорошо, чтобы они не попадали в такие трудные ситуации, да, с которыми я работаю. Вот. Наверное, пожелаю даже так, чтобы мои услуги вам не пригодились в жизни, как бы это ни звучало. Вот. И, здоровья, удачи, чтобы у вас все было хорошо. Чаба курдук бастакы экспериментальный учалы бери бит. Манда курдук болла. Каяндаган ханагатын аллара комментарийге үлестен. Тыкаратык учалы пол палгынды битта болдар. Бун учалы көспеппет болуды. Буравалан көрбеппеттен сүрін мотивацията болар. Хим бир учалы өйдүр жон әлбақтар. Ақада херге. Олеген меха хуриячылар субтитрді хуруй әбеттер учалы тыйттен. Жөбі канал, ғынан баран бейін учалы медиа құды мағара бітте. Анан күні доғыттыр, барығытығар әйіні, дұробияны, анызғы филге көсіп қадері.